Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сейчас мы с Мальвиной прочитаем вам башкирскую народную сказку «Два дурака». Давным-давно приключилась эта история. Шел некий джигит порыбачить на берег реки. До самой середины реки доплыл, а потом встал во весь рост на своей лодке и закинул в воду леску. Увидела его девушка, что пришла за водой, и громко заплакала. Услышал джигит ее плач и спрашивает: «Сестренка, почему ты плачешь?» «От жалости к тебе плачу», — отвечает девушка. «За что же меня жалеть?» «Вот поднимется буря, лодка твоя перевернется, накроет тебя с головой, и ты утонешь», — так сказала девушка и заплакала еще громче. «Не видел на свете людей чуднее тебя», — промолвил джигит. «Завтра я хожу бродить по свету. Если встречу двух чудаков-дураков, похожих на тебя, то вернусь и женюсь на тебе». Простились они на берегу той реки, джигит вернулся к себе домой, прихватил припасов на 2-3 дня и отправился бродить по свету. Сказывают, много земель прошел тот джигит, и вот оказался он в каком-то хуторе. Видит, старуха какая-то выносит из дома 2 большие чаши, накладывает их одна на другую и снова уходит в дом. Потом выносит опять и проделывает то же самое. И так бесконечное число раз. Изнемогла от усталости, пот льет с нее градом. Джигит долго с недоумением наблюдал за старухой, а потом не выдержал и спросил: «Бабушка, что ты делаешь? Чем занимаешься?» «Дом у меня темный, беспросветный. Вот я и пользуюсь тем, что светит солнце, ловлю его свет, накрываю его и заношу в дом». Засмеялся джигит, спросил: «Топор у тебя есть, бабушка?» «Есть, сынок, есть», — ответила старуха. «Давай мне топор, засвечу я твою избушку солнечным светом», — сказал джигит, взял топор и прорубил окно. Внутри все сразу засверкало солнечными лучами. Старуха не знала, как благодарить джигита, угостила его, чем могла, и проводила в дорогу. Идет джигит и опять видит какой-то хуторок. Старик со старухой, завязав одним концом веревки рога коровы, пытаются затащить ее на крышу своей избушки. Старик тянет за веревку, а старуха толкает корову сзади. Опять удивился джигит, спрашивает у них: «Куда это вы хотите затащить корову?» «На крыше выросла сочная трава. Хотим, чтоб наша корова там попаслась», — отвечает старик. «Есть у вас коса, дедушка?» — спрашивает джигит. «Есть, как не быть», — отвечает старик. «Дай-ка мне», — сказал джигит, забрался на крышу, скосил выросшую там траву и сбросил вниз. Корова с большой охотой съела тут скошенную траву. Горячо поблагодарили джигита старик со старухой, угостили, чем могли, и проводили в дальнейший путь. Вернулся джигит домой и рассказал девушке, что встретил людей более глупых и чудных, чем она. Он держал свое обещание, женился на той девушке, и зажили они в мире и согласии. Вот такая сказка. А сейчас что мы пожелаем нашим зрителям? Спокойной ночи и до новых встреч!